Туризм, социальное проектирование и основы НКО. Тема первого образовательного дня Международного форума НКО «Магаз-2024». Участники разделились на группы и в разных аудиториях обсуждают то, что действительно сегодня волнует современную молодежь. Более 120 представителей молодежи из 10 стран мира собрались на площадке Международного форума НКО «Магаз-2024». Каждый из этих участников – активист в своем регионе, имеет большой опыт работы на таких форумах и не понаслышке знает, что волнует сегодня каждого молодого человека в стране и в мире. Обсуждают разное. Первым делом спикеры из Ингушетии знакомят участников с богатой культурой, традициями и достопримечательностями нашего региона. Цейлонский перевал – это прям шикарное место. Оттуда мы видим с вами весь большой Кавказский хребет, видим гору Цейлон. Цейлон – это ингушский Олимп, то есть ингуши-язычники верят, что на нем именно обитает бог силы. И также вот эту гору можно увидеть на разных картинах под названием «Гора Прометея». Послушав такую лекцию, участники найдут ответы на все вопросы, и в том числе, почему Цейлон называют горой Прометея. Красоту гор, конечно, нужно и необходимо видеть своими глазами. Такие лекции – отличный мастер-класс для участников, которые хотят попробовать себя в роли гидов. Сразу после небольшого экскурса в Ингушетию участникам форума дают задание – завлечь туристов в свои регионы. Астрахань рассказывает про свои знаменитые арбузы, а Краснодарский край впечатляет известными курортами. Вы же знаете, что у нас есть курорты Краснодарского края. Краснодарский край – настоящий рай. Поэтому, раз мы пошли уже по югу нашей замечательной, прекрасной, многонациональной страны, поэтому я хочу вас пригласить в курорт Абрау-Дюрсо. Это молодой, перспективный, развивающийся курорт на территории Краснодарского края. Маршрут пройден, туристов впечатлили. Среди участников люди самых разных профессий. Учителя младших классов, блогеры, повара, работники сферы обслуживания и не только. Каждый из них сейчас легко сможет заняться туризмом. Образовательный день начался с вовлечения туристов и привлечения дополнительных потоков именно в туристическую деятельность. Честно говоря, я не бывала в горах сама Ингушетии, но однако сегодня после нашего спикера, это даже не лекция, это вот такой нетворкинг, нас погружали, показывали очень яркую красочную презентацию и презентовали основные, наверное, туристические продукты республики, и которые мне определенно захотелось посетить. Я узнала, что в данном городе есть очень интересный маршрут, он называется «Шелковый путь», по которому можно посмотреть все достопримечательности Республики Ингушетия. Меня это очень заинтересовало, и надеюсь, что если в следующем году появится такая возможность, то я обязательно приеду на этот форум. В других аудиториях тоже не скучают. В кабинете социального проектирования, к примеру, изучают проблемы современного образования. Участники говорят, насколько важно воспитывать образованное поколение. Мнений столько, сколько и участников. Одни предлагают менять систему оценки знаний ребенка, другие же считают, что важно изначально вкладывать полезные знания. Ты говоришь, плохой боксер, нужно ему поменять перчатки. А то, что ты поменяешь перчатки, он плохим боксером останется. Мы не можем поменять все сразу, все проблемы сразу. А то, что ты поменяешь перчатки, что изменится? Изучают на площадке участники форума и взаимодействие со СМИ. По мнению многих, молодежь сегодня нуждается во внимании телевидения. В основном слушаем практики коллег по открытию некоммерческих организаций, по их деятельности, по формату взаимодействия с региональными СМИ. Я рассказывал о формате взаимодействия в своем регионе СМИ, что у нас очень активно налажено взаимодействие с нашими региональными информационными службами. Выслушиваем практики других молодых людей. Каждый день будут обсуждать новые темы и выступать новые спикеры. Всех участников вовлекут в образовательный процесс Международного форума. Более 15 стран, представители этих стран наблюдают за нами в онлайн-режиме. То есть все транслируется, и участники этих стран также участвуют в наших образовательных программах. Участники – это представители студенчества, а также просто ребята, активисты из своих стран, регионов, которые решили, что почему бы не приехать, почему бы не показать, что мы можем быть единым целым, существовать в этой единой молодежной системе и быть едиными со всеми.
Одним из ключевых спикеров станет Татьяна Задирака, выпускница Гарвардского университета, председатель Совета Ассоциации фандрайзеров России. Ее выступление будет посвящено цифровой трансформации некоммерческих организаций и использованию искусственного интеллекта в их деятельности. Словом, информация будет интересной, а значит, форум обещает стать ярким и насыщенным событием. Рина Сычуева, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.